Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Нерюнгри полицейские поймали вора, укравшего кошелек. Ранее уже судимый за аналогичное преступление 48-летний местный житель, находясь в отделении сотовой связи, увидел на стойке лежащий без присмотра кошелек. Понимая, что менеджер, сидящий за стойкой, не видит его, он решил его украсть. Чтобы менеджер ничего не заподозрил, злоумышленник снял шапку и, накрыв ею кошелек, спокойно похитил его со стойки, после чего просто ушел. Внутри он обнаружил 6500 рублей. В Якутске осужденному за убийство отказали в замене лишения свободы исправительными работами. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Так, осужденный к 7 годам мужчина обратился в Якутский городской суд с ходатайством о замене наказания. Ходатайство он мотивировал отбытием большей части назначенного судом наказания. Однако в ходе судебного заседания установлено, что осужденный за весь период отбывания наказания допускал нарушение установленного порядка, за который более 20 раз привлекался к дисциплинарной ответственности, в том числе 8 взысканий им получено только в этом году. На основании характеризующих данных, свидетельствующих об отсутствии у осужденного стремления к исправлению и правопослушному поведению, суд ему отказал. В Вилюйском районе суд рассмотрел уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Как сообщает прокуратура региона, в апреле этого года прокуратура Вилюйского района провела проверку по информации о жестоком обращении с 4 малолетними детьми. Установлено, что родители несовершеннолетних в возрасте от 1 до 6 лет не соблюдали элементарные правила гигиены для жизни и воспитания детей, не поддерживали дома чистоту, что повлекло распространение паразитов, не обеспечивали условия для отдыха и сна детей в виде кровати и постельного белья, не мыли их, также у детей отсутствовала чистая одежда. При заболевании детей, в том числе кожными болезнями, в отсутствии ухода, родители их лечением не занимались и не обращались в больницу. Родители малолетних безразлично относились к их воспитанию и обучению, не обеспечивали посещение детьми дошкольных образовательных организаций, что повлекло социально-педагогическую запущенность, задержку психомоторного развития. Полиция возбудила уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями соединенного с жестоким обращением. Сейчас уголовное дело рассмотрел суд и назначил 31-летнему отцу детей наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% зарплаты. 27-летнюю мать, страдающую психическим расстройством, суд освободил от уголовной ответственности, но назначил принудительное лечение. В связи с угрозой жизни и здоровью органы опеки и попечительства отобрали детей из семьи. Абсолютный хаос. В сети появилось видео беспорядков на несанкционированной ледовой переправе Якутск-Нижний Бестях. Машины бесконтрольно проезжают через реку. В это время сотрудники ГИБДД никак не могут остановить основной поток. На требования инспектора реагируют немногие. Таксисты боятся сюда ехать из-за гаишников. Вон гаишник стоит. Народ прям на льду высаживает, и те пешком идут. При этом десятки машин просто проезжают мимо машущего сотрудника правопорядка. Исходя из кадров, на такой оживленной трассе работает лишь один экипаж, который явно не справляется с потоком машин. Стоящий на дороге сотрудник выглядит совсем беспомощным. За происходящим наблюдают раздосадованные очевидцы. Вот он, ГАИ, стоит, пофиг. Того не может, туда-сюда кидает. Он хоть кого-нибудь останавливал, вон он. Все, никто не останавливается вообще ему. Ситуация окончательно накаляется, когда сотрудник правопорядка уже грудью бросается на проезжающую машину. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.